друзья, в эфире программа «Якутск сегодня». За режиссерским пультом Марина Новгородова и Николай Слепцов. У микрофона редактор Саргалана Антонова. Вечный подвиг он вам по плечу. Ваши руки бессонны и святы. Низко вам поклониться хочу. Люди в белых халатах. В третье воскресенье июня мы поздравляем наших медицинских работников, врачей, медицинских сестер. Это одна из старейших профессий на Земле. Гуманная, важная и необходимая в мире. Хотя и не всегда благодарная. Поэтому мы считаем, что о людях, которые выбрали профессию спасать людей, нужно говорить как можно чаще. И праздник, отмечаемый уже послезавтра, это еще один повод вспомнить профессионалов, чье предназначение – беречь и сохранять наше с вами здоровье и жизнь. Итак, гости нашей студии сегодня – это заместитель главного врача детской инфекционно-клинической больницы Николай Петрович Тихонов. Здравствуйте. Добрый день. И председатель профсоюзной организации этого медицинского учреждения Наталья Валерьевна Страхова. Добрый день. Здравствуйте. Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК «Саха». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2066 32 11 66. Ну что же, Николай Петрович, какие отделения у вас работают на сегодняшний день? Сколько человек вы принимаете на лечение ежегодно? Давайте начнем со статистики. Да, у нас в настоящий день работает 4 отделения клинических. Но помимо этого у нас работает диагностическое отделение и отделение общебольничный персонал, который работает на обеспечение деятельности. То есть у нас 4 отделения – это кишечное, как в народе называется, но у нас называется бактериально-диагностическое отделение реанимации, приемно-консультативное отделение и отделение воздушно-капельных инфекций. Ежегодно к нам поступает от 5 до 7 тысяч детей, которые проходят через наш стационар, лечение проходит. И в период пандемии в 2020 году было самое низкое количество детей, потому что специфика работы дала о себе знать. И соблюдение противоэпидемических мероприятий тоже дало о себе знать. Примерно 2,5 раза было снижение. Угу. А если вот, например, брать ежедневный, да, то сколько человек поступает к вам каждый день? Ну, примерно обращается у нас от 20 до 30 обращений в сутки бывает, приемный покой. Из них примерно 30-40% поступает. Ну, примерно 10-15 детей ежедневно могут поступать, да. Вы уже несколько лет работаете с инфекционными заболеваниями и переживали многие вспышки. И вот буквально 2 года назад появился новый неизученный коронавирус. Было страшно, наверное, вот было бы интересно узнать, какой была первая реакция. Ну, первая реакция, конечно, на неизученный вирус, как у простых людей, это удивление. Второе – это осмысление. И третье – это уже подготовка. По идее, у нас подготовка к коронавирусу шла очень планомерно. То есть мы знали об этом вирусе из Китая, конечно же, где он начался. Поэтому у нас подготовка уже началась с января месяца. Министерством здравоохранения была начата работа по подготовке нормативно-правовых актов, по выпуску противоэпидемических, вернее, по противоэпидемическим мероприятиям подготовительным. И когда в марте появился первый больной с коронавирусом, мы уже, в принципе, были готовы. Что изменилось в жизни больницы в условиях пандемии? В условиях пандемии изменилось все кардинально. То есть работа в условиях пандемии, она подразумевает собой разделение потоков. То есть коронавирусные больные, они должны лечиться отдельно в условиях изоляции. Красная зона. И, соответственно, да, это так называемая красная зона. Соответственно, персонал медицинский тоже должен работать отдельно. Но помимо коронавируса у нас еще есть свои, так скажем, инфекции, которые ежегодно бывают. Кишечные, воздушно-капельные. Они никуда не делись, они просто стало их меньше. Но все равно они бывали, поэтому нам приходилось работать на 2 фронта.
Как на сегодня оборудована больница и что требуется для эффективной деятельности? Да, вот насчет оборудования хочу сказать большую благодарность правительству Республики Саха-Якутия и конкретно Минздраву Республики по оснащению и также спонсорам, которые тоже помогали в оснащении больницы. Ну и, соответственно, профсоюзному комитету нашему, который тоже внес свой вклад в обеспечение оборудования. Примерно скажу, что мы за период пандемии получили оборудование на более чем 120 миллионов рублей. Это в денежном выражении. А в натуральном выражении мы получили очень много аппаратов искусственной вентиляции, кислородных концентраторов. Это низкопоточные, высокопоточные. Ну и, соответственно, еще оборудование, которое нужно для лечения не только коронавирусных больных, а в общем инфекционных больных. Ну, можно сказать, что вы стали стеной, конечно же, для борьбы с коронавирусом, да? Но вначале говорилось о том, что дети не болеют коронавирусом. Что показало время? Ну, вначале, да, конечно, поток больных был небольшой. Имеется в виду от общего количества заболевших. Но все равно дети поступали в стационар. И примерно это составляло 5-6% от общего количества заболевших. А вот уже к 2021 году и еще больше к 2022, когда пошла вспышка микрона, тогда уже доходило до 25% от числа заболевших. Соответственно, количество госпитализированных детей в стационар тоже увеличилось. Есть статистика, сколько вот детей вы смогли вылечить за этот Да, период? у нас статистика такая есть. Мы за 2020 год пролечили более 500 детей. И в 2021 году более 900 уже. Близко даже к 1000. Почти в 2 раза увеличение. Соответственно, ну, можно сравнить 2020 год, потому что пандемия у нас началась с марта месяца, можно сказать, да. И начали массово поступать с апреля месяца. То есть 4 месяца можно не считать, но все равно процент поступления большой. Ну и в этом году уже мы пролечили в стенах своей больницы более 600 детей. Почти к 700 приближается. Чем лечение, например, вот ребенка отличается от лечения взрослого человека? Ну, в начале пандемии у детей немного легче проходило заболевание. Конечно, некоторые случаи мы в начале пандемии были случаи, когда с контактных больных просто для наблюдения мы ложили, да? Но это было уже только в начале. Потом уже мы занимались только чисто заболевшими детьми. И вот где-то с начала 2021 года пошли такие случаи заболеваемости, как мультисистемный воспалительный синдром. То есть это уже осложнение как коронавирусу идет. Не сам коронавирус влияет на течение, а осложнения уже. Такие, как, вот я сказал, мультисистемный воспалительный синдром, это пневмония, это с преморбидным фоном, то есть у детей с сахарным диабетом, например, с врожденными пороками развития, у них могут быть провоцирование вот основного заболевания и ухудшение состояния. Протоколы лечения, я знаю, что меняются со временем. Да, у нас... Каким образом вот врачи проходили обучение и так далее? Да, протокол у нас лечения у детей более-менее стабильный был. У нас всего 2 обновления было. Это в 2020 году выходил первые временные рекомендации. И второй протокол лечения у нас вышел в 2021 году. И практически он до сегодняшнего дня не изменился, потому что у детей более-менее стабильно проходит. И препараты расширились, но ассортимент препаратов, вернее не ассортимент, а перечень препаратов не сильно изменился, можно сказать.
Мгм. Ну, что нового открыла для вас пандемия? Я думаю, все равно какие-то уроки вы вынесли, даже вот начиная от того, как врач, как медицинский сотрудник готовится к работе с больным. Ну, пандемия, скажем так, построила работу в новом порядке. Это, конечно же, изоляция инфекционных больных, изоляция заразных больных, то есть с контагиозностью большой. Например, коронавирус тоже обладает высокой контагиозностью, особенно омикрон, последний штамм был. Поэтому нужно было предпринимать такие мероприятия, которые разделяли мы это все. То есть работа заключалась в том, что мы должны были еще жестче и лучше соблюдать санитарно-эпидемиологический режим внутри больницы. Мгм. Есть ли новые инфекции и как идет подготовка к ним? Новые инфекции сейчас на слуху у нас есть оспа обезьян, Мгм. которая выявлена была в Европе, сейчас есть случаи, да. И в последнее время у нас не новая инфекция, а старая инфекция, холера, тоже подняла голову. И мы к этому готовы. У нас идет подготовка уже второй месяц. Да. Мы знаем, что делать, если поступит такой больной, допустим, с холерой или с оспой обезьян. Выпущены нормативно-правовые акты Министерства здравоохранения и сделан алгоритм работы, маршрутизация. То есть это очень важно. Если есть маршрутизация, алгоритм, то нам ясно, что делать с больным и куда его ложить, лечить. Кстати, вот вернемся к ковиду, да. Часто говорят, что не так страшен ковид, как его осложнение. Почему? Ну вот я перечислил, да, что если ребенок переносит легко заболевание коронавирусом, это не значит, что не может развиться осложнение. Но, конечно, я запугивать не буду родителей. Это проявляется в очень малом проценте детей, но все-таки есть такие случаи, когда есть фоновые заболевания. Вот я именно про фоновые заболевания хочу сказать. Выраженность осложнений зависит от фоновых заболеваний. То есть, если есть какие-то хронические заболевания. Ага. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим о врачах, о том, как проходит их трудовой день, как им удается не перегореть на работе. Итак, Якутск сегодня. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы говорим о наших докторах, врачах, медицинских сестрах, словом, обо всех тех, кто сопровождает нас всю жизнь, практически с самого рождения. Специально ко Дню медика мы вместе со специалистами Якутской детской инфекционно-клинической больницы расскажем о тех, кому приходит с надеждой, когда из-за болезней все вокруг теряет смысл и цвет. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК «Саха». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2066 32 11 66. Давно обсуждается строительство нового здания инфекционной больницы. Да? Какие решения приняты на сегодня? Ну, эта работа уже идет давно, можно сказать, уже с момента выхода указа главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева, когда была принята концепция развития учреждений здравоохранения в республике. И с этого момента идет старт, и в концепции включена наша больница. Сейчас больница находится на стадии, то есть проект уже закончен, сейчас находится на стадии экспертизы, госэкспертизы. Мы планируем, что к концу года уже мы что-то осязаемое получим и будем уже работать в этом направлении. Ну что ж, надеемся действительно на это. Но в детском отделении, помимо детей, есть еще одна категория так называемых пациентов – это родители. Конечно, работать с детьми – это тяжело вдвойне. Вот как вы
находите общий язык вместе с родителями? Вообще профессия врача-педиатра, детского врача, она подразумевает работу не только с ребенком непосредственно, а работу еще с одним контингентом, это родитель. Если мы с родителями работать не будем хорошо, значит, мы не добьемся желаемого результата. А, соответственно, подготовка врачей-педиатров именно ведется в этом направлении. Поэтому мы работаем с родителями в первую очередь, чтобы у них был благоприятный климат психологический, чтобы у ребенка передалось настроение родителей положительное, позитивное. И, конечно, идет работа психологическая с родителями, то есть разговор обязательно должен быть, доверительные отношения друг к другу, не только однобокое со стороны врача назначение, а двустороннее общение и двустороннее взаимодействие. Хорошо, то есть врач в этом случае выступает не только как педиатр, но еще как своего рода психолог. Как психолог, да. Чтобы найти общий язык, да. Давайте теперь обратимся к Наталье Валерьевне и расскажем о том, как работает у нас профсоюз работников Якутской инфекционной клинической больницы. Сколько членов входит в ваш профсоюз? Я сама председатель с 2019 года, вот, и уже переняла от Хрюкиной Елены Викторовны, прежнего председателя, и у нас всегда было очень много членов профсоюза, потому что больница маленькая, из 243 врачей, медсестер и прочего персонала, входящих в больницу, 98% из них все в профсоюзе. У нас очень большая численность. Вот. Какие основные функции возложены на профсоюзную организацию и какие вопросы могут с помощью нее решить члены профсоюза? На нас очень большая, конечно, ответственность возложена. Это прежде всего составление колл-договора, который между работодателем и членом профсоюза или работником выступает. Да? Это составляем колл-договор, стараемся, чтобы он был всем удобен, понятен. Вот. И на второй вопрос, да, что может... И еще большая такая у нас ответственность, мы объединяем коллектив. Участвуем во всех различных праздниках, юбилеях, награждениях. Стараемся выезжать на природу, на День медика, на День медсестры. И устраиваем много очень веселых игр, сплачиваем коллектив, соревнований. Да, соревнований. Да. Вот, потом... Я знаю, что в декабре этого года у вас будет приниматься новый коллективный договор, да? Какие-то предложения уже вносят члены коллектива? Пока думаем над этим вопросом. А так будем сейчас летом и уже осенью начнем уже вносить свои коррективы, и к декабрю у нас должен быть заключен новый коллективный договор. Как проходит профсоюзная жизнь коллектива? И есть ли у вас какие-то традиции, которые, как вы сказали, сплачивают коллектив? Это одна из... Конечно, как всегда, 23 февраля начинаем мы уже, 8 марта. Обычно поздравляем своих сотрудников. Мужчин у нас в коллективе не так много, 23 человека. Обычно подарки или конкурсы устраиваем. Или мы объединяем праздник, и мы выезжаем, очень любим выезжать в Сотинцы, мы обычно выезжаем на природу, там устраиваем или спартакиаду. У нас была в 2019 году спартакиада большая среди сотрудников всей больницы, и началась она как раз там в Сотинцах. А потом у нас идет День медсестры. Мы всегда обычно заказываем автобусы, выезжаем на природу во Владимировку. Там у нас конкурсы среди медсестер проходят. Это в основном по охране труда. Мы очень любим там костюмы одевать. В общем, на скорость. В этом году там
сделали веселые, шуточные конкурсы, там и песенные делали, и бегали. В общем. И потом у нас, конечно, День медика, особый праздник, вот, который уже не праздновали 2 года в связи с пандемией. Мгм. И вот в этом году, 12-го, мы пораньше вот выехали, Риском профсоюзов организовал нам День медиков. Выехали тоже и спартакиаду такую небольшую устроили, песенный конкурс у нас был. Сплачивали коллектив. Там же Спортивная жизнь у вас очень активно проходит. очень активно, да. Профсоюз очень поддерживает у нас. 50% спортзалов оплачивают, да, членам профсоюза. Ага, всякие фитнес-центры, кто футболом занимается. Вот Николай Петрович у нас вот футболист, он выезжает, даже на соревнования выезжает за пределы республики со всеми врачами. Вот. Ага. Ну, мы всех поддерживаем, очень даже. По шахматам у вас турниры проходят, я видела, да? Да, это вот в 2019 году один из этапов вот, спартакиады был шашечный, шахматный турнир был. Эстафеты. Эстафеты, да, конкурсы. Волейбол, баскетбол. Да, очень даже волейбол. Так всем понравилась игра. Прямо так сплотила коллектив. Мы прямо арендовали. У нас своего спортзала вот нету. Арендовали спортзалы. Мы выходили в субботу-воскресенье. Даже у людей выходные. Мы выходили, тренировались. Потом устраивали турнир. Было очень весело. То есть умело сочетать, наверное, вот и тяжелый труд, нагрузку, связанную с ним, да, и в то же время находить какие-то паузы для того, чтобы отдохнуть, снять стресс. Это действительно здорово. Я думаю, это очень хороший повод для сплачивания коллектива. Ну, иногда говорят, что врач это вроде бы как не совсем профессия, а скорее служение. Вот хотелось бы знать ваше мнение, как вы считаете? Ну да, конечно, это не профессия. В первую очередь мы думаем о пациенте, а потом уже о себе. Поэтому вот очень много людей, которые находят в себе отдушину на работе. Вот. А для вас? Ну, есть такое понятие, как призвание. Мне кажется, что все врачи, которые работают в системе здравоохранения, медицинские сестры, санитарки, они имеют какую-то вот высшую цель. Имеется в виду не только за заработную плату, не только за какое-то тут материальное, скажем, вознаграждение, там что-то такое. А есть нематериальная, духовная часть, то есть осознание того, что ты работаешь в системе здравоохранения, в системе здоровья, то есть благополучия населения. Вот это самое главное, мне кажется. Все, кто прошел 90-е годы, допустим, тяжелые, которые в финансовом и материальном плане были тяжелые, они все люди отсюда идет, сердце. Вот так, я думаю, что у медиков есть еще и свои семейные династии. Есть они у вас в коллективе? Вы можете несколько слов о них сказать? Да, семейные династии есть, и у нас они есть. Например, у нас есть семья Кожуховых, это врач, заведующий отделением у нас, самое основное кишечного отделения, бактериально-диагностического отделения. И свекровь ее работает у нас медсестрой очень долго, уже более 40 лет работает, ветеран труда. Есть семейные династии, имеется в виду не в одной больнице, не у нас. Ну, например, Татьяна Петровна Никифорова у нас эпидемиологом долгое время проработала, у нее тоже дети врачи, и даже эпидемиолог врач есть у нее. И например, про себя могу сказать. У меня отец тоже был врачом. Поэтому ну, вот видите, по стопам многие идут, да. Многие по стопам своих родителей, дедушек, бабушек идут в профессию. Ну, как писал поэт Юрий Левитанский, каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, да?
Вот у вас своя была дорога, медицина, да? Да. А как вы пришли к своей профессии? Ну, с 9 класса я уже знала, что буду педиатром. Почему-то я очень люблю детей с детства. И начала готовиться, подготовилась, поступила в медицинский институт. Вот в этом году мы собирались, уже было у нас 17 лет, да, окончания института. Всех своих коллег, всех вспомнили. Практически все, Собрали. наверное, остались в медицине, да? Да, все, почти все. Да, 50 человек у нас, по крайней мере, здесь собралось через 17 лет. 17 лет ваш врачебный стаж. Да. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы снова прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим о наших медицинских работниках. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Доктора, врачи, медицинские сестры. Медицинская тема бесконечна и нескончаема. Люди в белых халатах, мы доверяем им свое здоровье и жизнь. Спасение человеческих жизней – это одно из основных и главных предназначений докторов. И это накладывает неизгладимый отпечаток на людей, которые выбрали данную стезю. Врач – это не просто профессия, но скорее образ жизни, образ мышления. Это призвание человека и это судьба. Сегодня мы говорим о том, что же повлияло на выбор профессии наших собеседников, о том, что помогает им сохранять бодрость и оптимизм в работе. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2066 32 11 66. Итак, мы продолжаем наш разговор. Николай Петрович, как я до этого в предыдущей части говорила, что поэт Юрий Лейтанский сказал, что каждый выбирает для себя женщину, религию и дорогу. А вот какую дорогу вы выбрали для себя и каким образом это происходило? Это было в далеком 89 году в Советском Союзе. Работаю уже 27 лет. Ну, большое влияние оказал мой отец на мой выбор. Были разные варианты в школе, конечно, там быть поваром, художником, там фантазии такие были. Но более приближенные к земле, так скажем, сказал свое веское слово отец, конечно. Он был врачом, педиатром, и он тоже направил на такую же профессию. Да и оказался, наверное, прав, скорее всего. Вы учились где? Где заканчивали? Я заканчивал в Томске, Сибирский государственный медицинский университет. В 95 году закончил. И, приехав сюда, устроился сразу в детскую реанимацию. И проработал 12 лет анестезиологом. И до сих пор совмещаю анестезиолога и руководителя. А почему выбрали вот именно такое направление, как работа с детьми, детский врач? Не каждый на это решится. Ну, я же говорю, что отец повлиял. Он прямо сказал, что детским врачом он сказал, что нужно детским быть. врачом гораздо лучше работать, потому что у детей заболевание вылечивается полностью, а у взрослых оно может быть хроническим, оно просто может перейти в ремиссию, то есть улучшить состояние, но не вылечить. А ребенка можно полностью вылечить. И компенсаторных возможностей у ребенка гораздо больше, чем у взрослого человека. Вот. То есть результат виден сразу. То есть нужно работать уже на перспективу, да? Да. Ну, дети это же очень, можно сказать, сложная аудитория. Понятно, что каждый ребенок боится людей в белых халатах. Понятно, что все дети боятся уколов. Вот каким образом найти подход к ребенку, да, так, чтобы он действительно не боялся врача, чтобы он мог довериться ему, чтобы он мог рассказать о том, как он действительно себя чувствует и так далее. Ну, медицина шагнула в течение 20 лет очень далеко. В плане того, чтобы адаптация шла ребенка к врачу, к медицинскому работнику, очень много существует методов. Имеется в виду, это даже зависит от одежды.
То есть, если раньше были только белые халаты, белые костюмы, все это ассоциировалось с белым, сейчас есть очень много расцветок. Есть расцветки с детскими рисунками, есть специальные шапочки, маски, даже халаты есть разноцветные, которые не влияют на психику ребенка, так скажем. То есть, как бы и в игровой форме ребенок вовлекается в процесс. Есть методы, например, психологическое воздействие. То есть, это уже в мединституте преподается, в институтах медицинских. То есть, работа с детьми, она лучше поставлена, скажем сейчас. Обучается лучше студенты, чем было, например, в советское время. То есть, движение вперед есть в этом плане. Вот. Хорошо. А помните ли вы свой первый день медика? Первый день медика, конечно, помню. Это отложилось в памяти как очень хороший момент. И навсегда закрепилось, скажем, в традиции отмечать этот день. Вот. А у вас? У меня тоже так же. Детская инфекционная больница, когда я сюда пришла. Ну, как раз летом пришла и сразу попала на День медика. И также выезд была на Усть-Хатын тогда местность. Все с палатками, весело все было, с конкурсами, также все интересно, смешно. Ну, вот когда... Разряжает, конечно, обстановку, вот, праздники. Когда молодой специалист приходит в коллектив, то я думаю, что вокруг него все равно есть наставники, люди, которые помогают ему делать первые шаги, подсказывают, как правильно обращаться с пациентами и так далее. Вот были такие люди у вас? У нас есть целое положение, и есть сейчас работа по наставничеству. Уже есть нормативно-правовые акты Министерства здравоохранения. Они работают уже давно. И каждый молодой специалист, который приходит к нам на работу, прикрепляется к опытному специалисту, который его курирует в течение 1 года. И не только курирует, а дает об этом отчет, предоставляет отчет и вводит в курс дела молодого специалиста, учит своему опыту. Ну, в таком плане работа идет. Кто был вашим первым наставником? Моим первым наставником, конечно же, врач-анестезиолог Евгений Иннокентьевич Бурцев, который сейчас анестезиологом не работает, но он работает в руководящих должностях тоже. У вас тоже был свой наставник? Ну, я пошла, я закончила педиатрию, но пошла я в КДЛ, поэтому у меня наставники, клиника лабораторной диагностики Надежда Николаевна, она сейчас переехала в Бурятию, и там и мы очень благодарны нашим наставникам, что воспитали нас в течение такого маленького периода времени, да? Да. Хорошо, поделитесь, пожалуйста, секретом, как вы сохраняете бодрость и оптимизм вот при такой сложной работе? Ну, во-первых, надо, наверное, не только работать, жить одной. Конечно, по-простому говоря, напрягает, когда только работой живешь. Да, можно же перегореть. Надо, да, переключаться. Не постоянно находиться в ритме работы, а уметь переключаться на другое. Это первое. Второе, заняться надо каким-то активным, как называется, Хобби, да, хобби какое-то должно быть активное. Спорт, физкультура, неважно там, вязание, готовка пищи, там, я не знаю, кулинария, кондитерские какие-то изделия. Можно всем заняться, лишь бы отвлечься, так скажем. Ну, у вас, я так поняла, что хобби – это футбол. Да, есть такое. Да. Хорошо. Наталья Валерьевна, у вас? Ну, я фитнес тоже занимаюсь уже много лет. И тоже переключаюсь быстро. Хорошо. Оправдались ли ваши ожидания вот от профессии врача? На 100%. На 100%. Зависимость у вас есть от работы? Ну, зависимость есть, очень скучаешь, когда в отпуск уходишь. Ну и в завершении нашего разговора у нас осталось где-то буквально 3 минуты. У вас есть прекрасная возможность пожелать своим коллегам
в этот прекрасный день? Может быть, здоровья, оптимизма и так далее. Чего хочется пожелать Наталья Валерьевна коллегам? начнет, наверное. Ага. Давайте. Ну, желаю, конечно, нашим коллегам в первую очередь здоровья, потому что будет здоров врач, будут здоровые пациенты. Потом же хочется пожелать семейного счастья, чтобы у всех в семье, если в семье будет благополучно все, то и на работе будет все благополучно. И, конечно же, оптимизма и благополучия. Всем счастья. От себя лично и от администрации нашей больницы, и лично от главного врача Владимира Ильича Богдашина я выражаю большую благодарность нашему коллективу, и не только нашему коллективу, и коллективам всех больниц, всем медицинским работникам с наступающим праздником. Желаем счастья, здоровья, удачи во всех начинаниях, и чтобы жизнь была не как очень гладкой и белой. Пусть у вас будет все хорошо и сложится все очень хорошо. Мгм. Ну и что самое главное для вас? Это, наверное, увидеть счастливые глаза пациентов своих. Да, конечно. Конечно. Это самое важное. Мгм. Увидеть. Что еще? Что еще? Счастье в глазах детей это большого стоит. Ради этого мы и работаем в детской больнице. Да, это точно. Мгм. Ну хорошо, давайте еще раз поздравим ваших коллег, всех медиков с наступающим Днем медицинского работника. Мы благодарим вас за очень интересный и познавательный разговор. Мне интересно было узнать, например, вас не только как врачей, но и как людей, которые, может быть, занимаются, вот, как мы сказали, видами каким-то определенного спорта, да, которые умеют отдыхать в этой жизни, умеют находить общий язык со своими пациентами, умеют найти какой-то свой подход, у кого-то свои психологические способы и так далее. Но самое главное – это то, что у вас, наверное, самое благородное, очень важное и нужное для всех нас профессия. Дорогие друзья, это была программа «Якутск сегодня», и сегодня мы говорили о предстоящем Дне медицинского работника. Всего вам самого доброго, до свидания, до следующих встреч и с наступающим праздником.